Дорогие друзья, коллеги, значит, я настроен вести беседу таким образом. Я буду говорить то, что я считаю нужным, то, во что я верю. Не знаю, это понравится, будет принято или нет. Я говорю в данном случае как гражданин и как глава государства, как человек, который присягал своей стране и произнес определенную присягу. Я, вообще-то говоря, на эту тему неоднократно высказывался, потому что сказал, добавить мне нечего. Данный вопрос на повестке дня межгосударственных отношений стоит уже более 12 лет. В 2020 году во время встречи в Сочи с главой российского государства вопрос был поднят. Я, откровенно говоря, не знал о том, что данный вопрос не решен, что он на повестке дня. Я этого не знал. И я сказал о том, что мы этим вопросом займемся. Значит, соглашение, оно уже опубликовано, вы его видели, оно уже подписано, но не ратифицировано данное соглашение. Значит, когда говорят о том, что данная работа была сделана закрыто, кулуарно, это не соответствует действительности, потому как мы соглашение еще в апреле 2021 года направили в парламент. У парламента была возможность данный документ изучить, внести в него изменения, подкорректировать и так далее. По разным причинам это не произошло. Ну, после чего, значит, в январе текущего года соглашение было подписано. Как вы знаете, было обращение в Конституционный суд. Конституционный суд по каким-то основаниям, я не хочу более конкретно по этому поводу высказываться, данный, значит, запрос парламента отклонил, вернул его обратно. Несет ли в себе это соглашение некие угрозы? По моему глубокому убеждению, не несет. Я как бы небольшой, может быть, специалист по угрозам, но пытаюсь в них немножко разобраться. Вот. Поэтому, конечно, у нас угроз очень много, самых разных. И данное соглашение я бы никак не отнес бы к какой-либо угрозе. Абсолютно нет. Это мое мнение по этому поводу. Значит, сейчас в данный момент идет некая работа. Председатель комитета правового парламента, он внес ряд предложений по внесению изменений в данное соглашение. Ну, рассматривается все это. Посмотрим, к чему это приведет. Насколько это соглашение важно. Вы знаете, мне сложно говорить о том, насколько это важно для руководства России. Я не знаю, что они по этому поводу думают, но коль скоро данный документ или данный вопрос, вернее, так сказать, ставился на повестку дня на протяжении более чем 12 лет, видимо, это важно. К чему может привести не подписание, не ратификация данного соглашения? Об этом мне тоже сложно говорить, к чему это может привести, но могу сказать точно, что это не улучшит фон наших межгосударственных отношений. Я исхожу из того, что определенный фон нам просто необходим. Дорогие мои друзья, по большому счету на протяжении многих лет, десятилетий, мы сталкиваемся с разными проблемами. Значительная часть этих проблем носит экономический характер. Были проблемы, связанные с обеспечением безопасности нашего государства. Они в известной степени решены соответствующими договорами между Абхазией и Россией. Пограничная безопасность, военная безопасность. Эти вопросы, решение данных вопросов эти вопросы решены в рамках наших договоров с Российской Федерацией. Вопрос экономического развития тут немножко сложнее. К чему бы мы не прикоснулись, к любой отрасли, у нас все находится в ветхом или полуветхом состоянии. Состояние автомобильных дорог вы знаете. Состояние коммунального хозяйства, наверное, каждый на себе испытывает. Вот буквально вчера я был в Удовудском ковидном госпитале, в больнице. Несколько дней тому назад там напрочь забилась канализация. Товарищ министр, так я говорю, да? Не потому, что мне нечего было делать, в жаркую погоду, в 17:00 пришлось туда приехать, и мы вынуждены сейчас
тратить на это деньги с тем, чтобы провести определенные работы, вывести все это в систему канализации, а система городской канализации тоже в полуаварийном состоянии. И вот так примерно везде. Знаете, в энергетике у нас есть определенные проблемы. У нас проблемы, связанные с тем, что не хватает дошкольных образовательных учреждений, не хватает их. Не хватает медицинских учреждений, их физически не хватает, на это нужны деньги. У меня недавно была встреча с представителями, с деятелями культуры, интеллигенции, и я с ними не обсуждал вопросы, скажем так, которые носили творческий характер. Все упиралось в простые вещи. В музыкальной школе здание обрушивается. Художники не имеют места, где можно было бы обеспечить хранилище их шедевров. Союз писателей не имеет над собой крыши. Академия наук, здание, в котором они сидят, находится в плачевном состоянии. Все это деньги, все это необходимо восстанавливать. И на этом историческом этапе нам сложно обойтись без поддержки Российской Федерации. Вы, наверное, знаете, и это ни для кого не новость, более 50% государственного бюджета, доходной части, это то, что мы получаем в виде безвозмездной помощи из Российской Федерации. Вы, наверное, слышали о том, что пенсионное обеспечение, более 45 тысяч пенсионеров и более 35 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию. Она в 4-5 раз больше абхазской пенсии. Такова действительность. Это все. Это те вопросы, которые мы постоянно, в постоянном режиме ставим перед нашими российскими друзьями. Мы постоянно эти вопросы поднимаем. Мы постоянно находимся в состоянии просящего. Мы постоянно просим. Выезжают туда министры, просят, вице-премьеры просят, премьер-министр просит. Я выезжаю, прошу, помогите в этом, помогите в этом, помогите в этом. И так у нас было, и так есть. И в ближайшее время тоже, видимо, будет так. Пока мы сами не создадим, сами тоже мы не можем это невозможно. Мы можем создать условия для развития экономики. Без внешнего фактора это не бывает. Таковы законы экономического развития. Многим эти слова не нравятся. Инвестиции и так далее. Они просто считают это слово недопустимым. Но по-другому экономика не развивается. Надо создавать предприятия, которые будут создавать рабочие места, усиливать наш экономический суверенитет. А для того, чтобы создать предприятие, нужны деньги. Деньги бывают двух видов. Или государственные, или заемные частные. Других денег не бывает. А заемные деньги – это рискованная история. С ними сложно. Люди, которые дают деньги под кредит и так далее, им нужны определенные условия. К чему я все говорю? Вот это весь спектр вопросов, которые мы обсуждаем с российской стороной. И, конечно, вот этот фон отрицательный, он нам сегодня не нужен. Я вообще хотел бы вам сказать и следующее тоже. Вокруг России ситуация не самая лучшая. Наверное, Россия сегодня переживает после развала Советского Союза. Это самая глобальная проблема, которую сегодня не испытывает проблема, с которой столкнулась Россия. Вы видите, да, противник, а мы по Союзу, по-нашему мы едины должны быть, по военному союзу, противник уже атакует территорию России. Совершаются теракты, совершаются диверсии. Но в этих условиях война обходится в десяток миллиардов рублей в России в день, не говоря уже о человеческих жизнях, о смертях. Несмотря на это, ничего еще не свернуто. Та помощь, которая нам оказывалась, она оказывается по сей день. Никто не сказал, что мы там сократим вам какую-то. Более того, предлагается, значит, и дальше поддержка в плане реализации ряда проектов. Я не знаю, как ситуация сложится в будущем году. Она может усложниться, потому что война российская, война, которая идет там, которую вынуждена вести Россия, или спецоперация, так корректно будем говорить, требует больших денег. Завтра, может быть, нам не смогут помочь. Такое тоже может быть. Сегодня могут. Для этого нам необходимо встречаться с руководителем. И мне нужно дать простой ответ. Мы идем на это или не идем? Если народ Абхазии, которому я служу, которому я присягал, в категорической форме будет против,
конечно, я подчинюсь воле нашего народа. Правильно я сделал или нет, покажет время, историческое время. Время все покажет и все расставит, как мы должны себя вести. Есть ли у нас союзник кто-то еще, и правильно мы себя ведем по отношению к нему или нет. Как известно, вы говорили о земле. Ну, как человек образованный, опытный, прекрасно знаете, в соглашении прописано, что земля никому не отдается. Вы же это знаете? Все знают. Все знают. Это не обсуждается, да? Хотя у нас были такие прецеденты. Я буду говорить и по одному документу вам оставлять. А потом, когда у вас будет время, вы это, значит, ознакомитесь. У нас были такие моменты, когда мы передавали в собственность межправительственное соглашение. Не межправительственное соглашение. Соглашение между правительством Абхазии и российскими железными дорогами. Вот взяли, передали в собственность Джоеквару. Я же никого не осуждаю. Дом отдыха. Даже так нужно было. Текущий момент был такой. Вот вам один документ, ознакомитесь, а потом, значит, когда сочтете нужным, отдадите нашим коллегам. Поэтому считаю правильным это соглашение ратифицировать. Мое мнение. Я никому руки не выкручиваю. Вы знаете, я забыл еще сказать одну очень важную вещь. Я хотел бы напомнить моим гражданам, ответственным людям, которые сидят в этой аудитории, Россия на территории Абхазии держит группировку более 6 тысяч человек. 6 тысяч человек – это то, что посчитано военными специалистами, необходимо держать под ружьем для того, чтобы обеспечить военную безопасность Абхазии. Они находятся на территории Абхазии. Так просчитано. Такой военный потенциал противника и его союзников. А какое количество людей мы держим сегодня под ружьем своих? Михаил Петрович, вы не помните цифру? Нет. Кто-нибудь помнит? Это должно быть военная тайна. Да. Тогда вы можете сделать соответствующий запрос или пригласите представителей Министерства обороны, они вам расскажут, какое количество людей мы держим под ружьем и сколько нам нужно времени, сил, средств и денег, чтобы под постоянным, значит, в постоянном режиме иметь 6-тысячную военную группировку собственную. Это о вкладе безопасности, обеспечения друг друга. Поэтому вот эти вот факторы, с учетом этих факторов, с учетом вот этих множественных факторов, это соглашение было подписано. Возможно, я, может, что-то еще и упустил, наверняка что-то еще упустил, конечно же. Но мы в ходе беседы дальше, значит, к этому вопросу, наверное, вернемся. Поэтому мое мнение такое. Еще раз повторяюсь, о земле речь не идет. Речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся на этой территории, которые нуждаются в частичном капитальном ремонте, скорее всего, в частичном сносе. Там бассейн, который рядом был, как-то он треснул пополам, его будут сносить, видимо, новый будут делать. Это место, там написано в соглашении, в той редакции, которая подписана, да, без изменений, о том, что исключительно для обеспечения, значит, пребывания охраняемых лиц. Там написано слово «исключительно», что исключает использование объекта по-другому. Поэтому вот такая вот картина. Вот я хотел бы вам напомнить, за последнее время Владимир Владимирович Путин трижды бывал в Абхазии, не говоря о день похорон Сергея Васильевича после этого. Да. И все 3 раза встречи проходили там с руководителями абхазского государства. Это место, видимо, которое им нравится, они считают возможным, да, там в свое время отдыхали, все это было сделано для руководителей советского государства. Сейчас другие времена, другие требования. Что касается акватории, там тоже, значит, акватория, она по определенным границам будет обеспечиваться охрана со стороны моря. Это нормальное явление. Там, по-моему, километр 200 где-то в глубине, значит, от уреза воды в сторону воды. Да? Там, это такие стандартные вещи. Ничего другого там я не вижу. Спасибо вам, Аслан Георгиевич, но я знаю, что, думаю, так, во всяком случае, в Общественной палате, и, по-моему, ни один гражданин не против ратификации. Это все, вот, кто говорил и обсуждали. Просто
формулировки, которые вот в новом соглашении, а это, чтобы там не было рисков, что ли, каких-то вот для нас. Ну, у вас Вот в этом соглашение-то смысле. есть? Да, да, да. Вы его читали? Конечно, от корочки Да. до корочки Ну, здесь мы давайте все еще читаем. раз посмотрите. Там Я просто хотел бы... какие-то вещи, вот эти Да. вот, то, что вы сказали, имущественные, Да, да. плюс еще, значит, в собственности Да, и да. отчуждение. Ну, вот эти вот какие-то вещи, которые очень сильно, ну, я думаю, беспокоит наш народ. Видимо, вы скажете лучше меня, члены общественной палаты. Поэтому... Вы знаете, я бы так сказал, если соглашение находится у вас, Да, вы да. тоже посмотрите, подскажите нам. Нет. Слушайте, речь идет о передаче в собственность зданий и сооружений. Вопрос стоит так. Тем самым это соглашение отличается от соглашения 95 года. Мы говорим да или нет. Что тут вокруг этого ходить? Зачем? Если вы считаете или кто-то считает, что передача зданий и сооружений на территории госдачи ущемляет наши интересы, вызывает дополнительные, значит, проблемы или угрозы, так и скажите. Давайте изучим вокруг этого, сделаем обсуждение. Это соглашение по-другому ничем не отличается от того, что было в 1995 году. Мотивировка следующая. Здания и сооружения, которые мы будем строить, мы хотим, чтобы принадлежали нам. Они так говорят. Так говорит их закон. Зарубежная недвижимость государственная должна принадлежать российскому государству. Частные компании могут по-другому. А разве мы объекты, которые приватизируем, в том числе объекты, которые приватизируются российскими компаниями, в собственность их не отдаем? Разве объекты, здания, сооружения не становятся собственностью инвестора, в том числе российского или любого зарубежного? Разве наш закон так не позволяет? Не так он гласит. Эту часть вы изучали? Ну, здесь у нас есть профессиональные юристы. Да, и вы им потом, поучите, они и вам потом скажут. еще нет. Они, конечно, изучали, они будут об этом говорить, но у нас еще есть здесь несколько заключений независимых юристов, которые часто приглашаются и в парламент, и в другие госучреждения. Ну, в частности, вот Саид Гизердава нам прислал. Он ссылается по пунктам именно на Конституцию. И там и статья 5, и там и статья 6, вот эти статьи самые такие. И Саид Гизедав говорит, что Конституция нарушена. Нет, правильно? нет, я не знаю, но он свои А я суждения, знаю. мы сейчас говорим, Вот мы же общество. Суждения Саида Гизедава в этой части несостоятельны. Мое мнение такое. Мы сейчас не будем юридическую Нет, конференцию устраивать. нет, поэтому, Я когда высказался. нам У нас поступает- миллион других вопросов. Пойдемте дальше. Ладно? Хорошо. Можно вопрос? Пожалуйста. Вот вы последнее, что сказали, касается соглашения. Соглашение – это юридический документ, правильно? Речь идет об условиях соглашения. Какое там условие? Например, лично я, не хочу, чтобы в здании сооружений, естественно, земля не продается. Об этом вообще не надо говорить, это все знают. Я не хочу, чтобы мои внуки, правнуки потом столкнулись с проблемой. Какой? Это здание, сооружение передается в собственность безоговорочно? Вот я отвечаю на ваш вопрос. В статье 6 написано, что эти здания и сооружения соглашение в силу не вступило. Оно юридической силы сегодня не имеет, потому что соглашение должно быть ратифицировано. Оно юридической силы не имеет. Никто никому ничего еще не передал. В соответствии с соглашением, как я это понимаю, а я не юрист, у меня нет высшего юридического образования. Это соглашение готовили наши юристы в администрации президента, в правительстве. И возможность корректировать данное соглашение имели юристы парламента, которые этого не захотели по разным причинам с апреля прошлого года. Там написано, что этот объект может быть использован исключительно в целях проведения государственных мероприятий в отношении охраняемых лиц. Там написано исключительно. Все остальные варианты недопустимы. Так написано в соглашении. Так я это понимаю. Вот ответ на ваш вопрос. То есть с условием сохранения. Ну, конечно. Ну, давайте 6-ю статью, Да. давайте. Я уже это вынужден был. Целевого назначения, да? Пожалуйста, можно я зачитаю? Да? Да. Статья 6. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.
Российская сторона обязуется использовать объект земельные участки, участок в море, указанным в статье 4 настоящего соглашения, и исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. Вот, пожалуйста. То есть этот объект уже третьему лицу продавать не будет. Если данное соглашение будет выполняться, продаваться не будет. Это соглашение запрещает данный объект передавать третьим лицам. За все время обсуждения этого вопроса никто вот этот момент не подчеркнул. Вы знаете, Артандил, я на эту тему говорил раза 3 уже на разных встречах. Ну, это же в соглашении, надо взять вариант соглашения, ознакомиться с ним. Еще раз, российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанные в статье 4 настоящего соглашения, исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. А цели тут мы только что озвучили. Я дополню свой вопрос, Пожалуйста. если можно, чтобы потом уже... Здесь было отмечено, что пока будет действовать соглашение. Но по истечению срока действия соглашения Стороны садятся. этот пункт не действует, объект будет собственность переходить Стоп. Так, давайте без вольных комментариев. после истечения срока. Если вопрос, я готов на него ответить. По истечению срока соглашения подписывается новое соглашение. И стороны садятся и говорят, как быть и что делать. Так тут написано. И через 49 лет поколения, которые придут после нас, надеюсь, они будут более подготовленными. Я на это рассчитываю. А наше государство станет более крепким, в экономическом плане более независимым, наверное, внесут те изменения, которые они захотят внести в это соглашение. А на какой срок это соглашение? 49 лет. Нет, ну 49 лет, вот это то первое, да, но еще 19 лет до 49. Да нет, Нет, не еще до 49-го не года. вот Не понятно. до 49-го года. Понятно. С момента ратификации будет срок идти. На 49. Новый срок Конечно. начинается. Да, совершенно. На сегодняшний день же какое-то Пока соглашение нет. было, уже какой-то срок. Не было. Нет, соглашение было, там оно было бессрочное и безвозмездное. Там сроков не было вообще. В том соглашении, которое было подписано в 1995 году. Да. Там нет Не было. сроков. Там нет сроков. Да, здесь указаны сроки. 49 лет. Пожалуйста. Как вы считаете, этот вопрос серьезный? Этот вопрос передачи? Алтандил, я вам сказал искренне то, что я думаю. Саравых таланты с путцом. Я не к этому. А к чему? Для сравнения хочу спросить, может быть, даже многие не знают. Вот рядом курорт Пицунда, в курсе же все, да? Сколько гектаров курорт Пицунда территории? Не знаю, сколько. Ну вы скажите, сейчас не все знают. Курорт Пицунда 22 гектара. И? Огромная территория. Да. А здесь речь идет о 186 гектарах. Да. И плюс еще акватория. Да. Вот вы говорите, что скрыто, никто этот вопрос не обсуждал. Да. Вернее, скрыто. Речь идет о том, что скрыто кулуарно. Вы сказали о том, что на парламенте этот вопрос не обсуждали. Но этот вопрос был скрыто кулуарно, как мы понимаем, как я понимаю, на заседании Кабинета министров. Вы это, к сожалению, понимаете неправильно. Заседание Кабинета министров, оно освещается в СМИ, готовится повестка дня. Опросом там было. Да. И опросом они имеют право. Они опросом Да. этот вопрос Они, провели. да, совершенно верно. Это серьезный вопрос. Да. Опросом они Если тоже. бы они бы провели в открытом заседании, может быть, все наши вопросы, которые мы друг другу сейчас задаем, Да. они бы Были бы Но сняты. мы исходим из чего в данном Вот случае? почему говорим, Да. мы все говорим, Понятно. кто смотрит со стороны, что это было сделано... Я в данном случае имел в виду, когда говорил свой тезис, обозначал, парламент представляет наших граждан со всех районов, в том числе есть этническое представительство. Документ, когда поступил в парламент, каждый депутат имел возможность этот документ изучить, обсудить со своими избирателями, в том числе депутат от Пицунды и так далее. Так происходило неоднократно. У нас с парламентом прошлого созыва очень часто бывали вопросы, которые мы дискутировали. Даже менее значимые, чем этот вопрос.
И все, документ в парламенте, это, по нашему разумению, у представителей наших граждан. Он пришел в представительный орган, представительный институт, в единственный, где представлены все наши граждане. Другого регламента нет. Я не должен был это обсуждать с жителями села Тамыш и отдельно взятыми жителями. Так не написано. Может, слушайте, мы не можем так, не получается. Вот мы в общественной палате сегодня обсуждаем данную проблему. Михаил Петрович, документ в парламенте был с апреля прошлого года? В парламент пришла бумага. Документ. Документ, знаете, как она приходит, законопроект? Нам общим списком принесли, где там 45 или 46 вопросов было. Не, мы отдельным письмом написали. Лично мной было сказано спикеру парламента, некоторые вопросы, которые не понравились, я ему сказал, я говорю, давайте пригласим президента или к нему пойдем, по каждому этому вопросу, чтобы мы пообщались. Так и не... Я 3 раза пытался... Я знаю, что вы этот вопрос поднимали. Да. Я просто хочу, чтобы люди знали, граждане. И этого, Я к этому вам этого задал. не было сделано. И официально парламент ответил только на письмо Пицунцев, Пицунцева. да. Да. Да? Вот какой документ Вот правду есть. Михаил Петрович вам докладывает. Если Почему, вдруг... по какой причине парламент не захотел рассматривать столь важный вопрос? Ну, у каждого там свое мнение, и большинство получило, что не нравилось то, что там было написано. Он говорит, как оно есть. Ну, если не нравилось, Это надо было обсуждать. обсудить, да, конечно. Обсуждать надо было, Если исправлять позволите, какие-то вещи. Александр Ильич, это тоже, я не знаю, вопрос или вот мы обсуждаем. Член общественной Я палаты лично Ликанова. благодарю вот писюнских наших ребят-депутатов молодых, которые обратили внимание на этот вопрос. И, в принципе, с них вот эта вся ситуация началась. Как вам сейчас сказали, это могло пройти так незаметно. Вы узнали бы в самом конце, что произошло, как произошло. И на сегодняшний день, к сожалению, у нас общество разделено давно. И этот раздел сейчас еще усугубляется. Какое-то идет давление на ребят, якобы что вы за вопрос. Представители парламента, вы знаете, с кем разговариваете. Это такая просьба в сегодняшней ситуации, когда идет такая мировая ситуация сложная, и так преподносят, что это личная просьба нашего главного стратегического, который никто не обсуждает и не оспаривает, и такое давление на ребят. Они просто проявили неравнодушие. И все мы в этом хотим разобраться. Вот сейчас мы приходим к тому, что депутаты парламента, оказывается, должны были, правильно вы говорите, каждый представитель района должен был собрать свой округ, поговорить, что вот президент вот такую предоставил нам ситуацию. Как вы думаете, это люди должны были обсуждать. А это все пришло в самый последний момент, чуть ли не ко времени подписания, и только тогда люди начали узнавать. Я еще раз говорю, благодарю наших присутствующих депутатов молодых, А я вот неравнодушных. в дополнение к вашим словам хотел бы вас проинформировать. Вот мы направили документ в апреле 2021 года в парламент. Вот это тоже любопытная деталь. И с определенной периодичностью мне звонил посол России в Абхазии по этому поводу. Я говорю, документ в парламенте, но там сроки рассмотрения обычно 20 дней, да? Ответ приходит отрицательный или положительный, или да, какие-то внесения, просим учесть там изменения и так далее. Я не знал, что сегодня мы на эту тему так много будем говорить, и не взял с собой письмо. Оно уже распространено. Письмо, которое пишет посол, в котором он говорит о том, что эта тема заигрывается уже 12 лет. Посол России. Мне впервые 3 недели тому назад пришлось в моей практике принимать верительные грамоты. Вот там написано текст верительной грамоты. Уважаемый президент, прошу гражданину, в данном случае Шургалину, верить, поэтому документ называется верительная грамота, он с вами говорит по поручению и от имени президента Российской Федерации. Других прав у него нет. То есть, когда посол обращается с официальным письмом, вот вы там затягиваете уже 12 лет, и там еще написана одна несимпатичная вещь. Она состоит в том, что мы будем вынуждены, если рассмотрение таких вопросов будет откладываться,
как там, в отношении финансовых мер воздействия, да, финансовые меры воздействия. То есть уже появился неприятный осадок от всего этого, понимаете? Но с точки зрения требований нашего законодательства, тут все было правильно, мы сделали так, как нужно. Кстати говоря, и в парламент мы не обязаны были пока направлять. Мы могли направить в парламент, вообще в регламенте написано текст соглашения уже подписанного. Мы заранее направили для того, чтобы парламент нам подсказал, устраивает это его или нет. Готов ли в последующем он его рассмотреть. Видит ли в нем недостатки. Для этого все это было сделано. Я говорил и с председателем по этому поводу, чтобы мнение свое высказали. Вот разве не вызывает, уважаемые коллеги, вопрос, когда я сам депутат прошлого созыва, и как к институту, к парламенту отношусь с большим уважением. Парламент состоит из разных людей. Я говорю в целом о парламенте с уважением. А разве не вызывает вопросы следующие, когда некоторые депутаты прошлого созыва эту проблему стали сейчас обсуждать? Тогда, когда у них нет ни полномочий, никаких уже, скажем так, по этому поводу обязанностей. Они стали его рассматривать тогда, когда они должны были рассмотреть, будучи депутатами парламента. Поэтому, наверное, по этому вопросу... Высказываются, Аслан Георгиевич, какая разница, депутаты они или нет. Они как граждане высказываются. Не, одну секунду. В свое время документ пришел к ним. Большая разница. Не к вам он пришел, вы не были депутатом, а к ним. И если у них мнение есть сегодня, почему это мнение нельзя было озвучить такое же, как сегодняшнее, вчера? Все, другого не надо. Я не говорю, чтобы они поменяли свою точку зрения. Вчера сказали бы, в апреле прошлого года, ребята, так дело не пойдет. И все. Потому что все вопросы у нас в политику сразу. Ну, это Наверное. понятно. Это и есть политика тоже. Руслан Канович. Аслан Георгиевич, обращение общественных организаций, наше обращение к вам, на мой взгляд, преследует цель, как вы сказали, не просто создать хороший фон для российской стороны, но и создать хороший фон для внутриполитической ситуации. Что очень важно. Я думаю, что без решения внутриполитического фона торопиться с ратификацией нежелательно. Я являюсь членом общественного совета. Вот через 3 месяца истекает срок 5-го созыва. Может быть, я буду многословен, но хочу напомнить, что в 2014 году все заседания общественного палаты стенографируются. Мы приглашали действующего президента Александра Зла в январе 2014 года, просили учесть общественно-политическую ситуацию, чтобы избежать политического кризиса в стране. Мы то же самое делали в 2019 году. Мы то же самое делали, встречаясь с вами вот здесь, в этой общественной палате. Мы то же самое делали в 2020 году. Вы помните встречу с представителем общественной палаты, чтобы как-то регулировать политический кризис 2020 года. Мы сейчас весь акцент обсуждения перешел на оправдание и обвинение тех или иных сторон. Даже сейчас мы говорим, что весь акцент уходит на парламент. Из-за того, что они не рассмотрели. Руслан, то, что ты говоришь, очень важно. Я в данном случае не оправдываюсь и не обвиняю. Я разъясняю свою позицию. Я никого ни в чем не обвиняю. И докладываю вам факты. 6 встреч Мандирова, я слежу, делаю выводы и пытаюсь прогнозировать, куда мы двигаемся. Даже упоминание, то, что вы сейчас передали нам документы, это не Жоиквара, это Шицквара 2004 года. Это сейчас появилось в телевизионной передаче, где подписант этого соглашения Куправа вспоминает эту историю и рассказывает и другие, дошел до железнодорожного кредита. К большому сожалению, наше государство и наши государственные институты не до конца разобрались с железнодорожным кредитом. Я думаю, что вы не будете
Ну, вы можете спорить и доказывать, но мы все прекрасно знаем, что не было ратификации этого документа и был совершен подлог. Этот факт не получил ни политической, ни юридической и иных оценок. Вот такие факты, они настораживают. Вы говорили о документе над этим соглашением. Вы знаете, есть опыт 2014 года, когда президент, парламент сформировали совместную комиссию для подготовки проекта соглашения о стратегических взаимоотношениях. То есть это был хороший опыт, который давал возможность исполнительной власти не сейчас говорить, что мы отправляли им, а сформировать вместе, поработать над документом и дальше его подписать. К сожалению, вот это отсутствие взаимной работы разных структур и общества приводит к кризису. Как мы можем сейчас высказывать свою точку зрения по данному соглашению, если он юридически нам не дает этого права, он должен быть или ратифицирован, или не ратифицирован. Если бы в соответствии, если уважают общественную палату, общественная палата тоже должна была получить проект этого соглашения. Вот тогда мы все вместе творчески вкладывали бы свои мысли, и мы имели бы интересный документ. Я как журналист говорю уже, ни одного официального сообщения, ни структур администрации президента, правительства о том, что такое соглашение прорабатывается, или о том, как такое соглашение подписано, не поступало в СМИ. До того, как представители пицунской общественности не обратились в общественную палату. Поэтому вот все эти нюансы, все эти обстоятельства меня как гражданина, как журналиста, как члена общественной палаты подталкивают к мысли, и я обращаюсь к вам с просьбой сделать все возможное для организации политических дискуссий, найти эти формы приемлемые и не допустить кризис. Нынешняя ситуация решительно отличается от всех предыдущих в нашей современной истории кризисов. Все предыдущие кризисы были внутриполитическими. Нынешний имеет внешнеполитический фактор, хотим или нет, он получит такой оттенок. Он уже приобретает в ходе обсуждений в разных социальных сетях и тому подобное, что ни в коем случае не позволительно, это отрицательно и плохо для нашего общества, для нашего государства. Поэтому вот вообще, вот даже последний вчерашний пример. Вы помните мои вопросы на пресс-конференции. Вот просьба учесть все эти минусы, нюансы, а мы их должны сперва признать, а потом только можем учесть. Информационно сопроводить все предстоящие другие соглашения. Из-за отсутствия проекта, мыслей, планов по многим другим актуальным вопросам, в том числе аэропорта, вчера происходит сброс, все, почти там 99 пунктов, все передается российской стороне, потом вчера вечером Министерство экономики отвечает, разъясняет. Ну почему мы раньше не разъясняем, а потом оправдываемся? Вот корень зла всех наших многих проблем, которые существуют в обществе. Это используется одними, другими в целях политического решения своих задач. И так было всегда, все 15 последних лет нашего такого политического внутриполитического кризиса. Мы вас просим еще о чем. Вы сейчас перечислили, как министры, вы, премьер-министр, все просят у российской стороны. А может быть, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит в мире, мы вот эти свои просьбы чуть приостановим. И так у них трудно. Мы видим, какое идет сокращение, какой идет кризис, как ВВП и все остальные экономические данные российские. Это тоже будет дружеская поддержка и понимание, что у вас сложно, и поэтому мы тоже сейчас чуть-чуть приостановим. И, естественно, самое главное, уменьшить вот эту кредитную нашу зависимость. Все то, что передается, даже опыт этих 5 объектов, которые были получены льготные кредиты 5 лет тому назад, показывает, насколько абхазский бизнес не готов к эффективному использованию этих средств. До сих пор
Ишема Вана говорю, яхгат нас учтан хчел харгат. А масштабы нынешних проектов социально-экономического развития 22-25, там 11 миллиардов, если я не ошибаюсь, планируют получить для абхазского бизнеса, для туристического, сельскохозяйства. То есть масштабы расширяются в зависимости от абхазского бизнеса, инвестиций, которые будут получены. Действительно, там благие цели. Но насколько бизнес готов, насколько наша вообще система финансового и других контролей готовы к этому. Мне кажется, что через какое-то время очень большой процент абхазского бизнеса оказывается в судебном разбирательстве с банками Российской Федерации. Там будут жесткие правила. Вообще это эффективное использование российских инвестиционных, социально-экономической помощи. Вот наша просьба и требования к правительству и контрольным органам, чтобы они здесь это осуществляли. И потом еще, вы всегда об этом говорите, у нас внутренний резерв очень солидный. Внутренний экономический, финансовый резерв в стране, не задействованный, не охваченный абхазским бюджетом, очень высок. Мы же живем в Абхазии, мы знаем, что с нами рядом происходит. Когда у людей появляются джипы, дворцы, объекты, при каких нюансах доступа их к определенным ресурсам, мы же это видим. Неужели у вас богатый опыт работы на государственной службе? Мы что, не видим, не знаем источники резких ростов возможностей определенной категории населения? То есть это социальное расслоение. То есть в обществе происходят сложные процессы, они естественные. С одной стороны, времена несоветского коммунизма, жесткий капитализм на улице. В этих условиях большая часть населения, очень высокая часть населения, она находится в других измерениях. Как мой сосед, недавно старик сказал, уже я каждый день в ходе этих совещаний слушаю о миллионах, о 140% повышения сбора. Я говорю, как я это почувствую, гражданин этой страны? Сейчас я расскажу это все. Да. У нас еще есть. Я затянул, речь может быть. Но я говорю, еще раз к вам обращаюсь, и наша сегодняшняя главная цель, мне кажется, не выяснение каких-то нюансов, поиск идей, форматов, диалога, который позволит нам избежать политический кризис в будущем. Спасибо. Мои дорогие друзья, я вам расскажу одну вещь. Как пожилой старик сказал, как мы это видим, эти деньги, да? Я сейчас расскажу. На нас не ощущается. На нас это, вы знаете, на многих это не ощущается. У нас 250 тысяч человек населения, а я получаю удовольствие от того, что если даже на одном ощутится государственная поддержка или наша работа, это мой позитив. Вот у нас в городе Сухум 30 улиц, условно 40, в котором проживают по 2000. Люди, которые живут на улице Гуля или на улице Джонова, ощутили государственную поддержку, получив новые дороги? Или не ощутили? Нет, не Почему? Это российский инвестиционный. Я хочу, чтобы мы сами хоть Подожди, Руслан. Ты говорил... Руслан, сейчас я про своих скажу. Дай мне высказаться. Я хочу, чтобы называли адрес. Это источник российская финансовая помощь. Послушай дальше. Сейчас я дальше. Это один пример. Теперь я расскажу про наш источник. Вот у нас была проблема, с которой мы столкнулись на протяжении 2 лет. Аналогичной проблемы после войны в Абхазии не было. На эту проблему мы свои деньги потратили 1 миллиард. 800 человек врачей работало над решением данной проблемы. Назовите мне одну проблему, которая потребовалась концентрация таких финансовых усилий и столько времени после войны. А давайте мы сядем. А это что, тоже российские деньги? Вот мы на эту проблему потратили 1 миллиард 70 миллионов рублей. И из них мы потратили 1 миллиард 20 миллионов рублей своих денег, которые заплатили наши налогоплательщики. А теперь я вам расскажу другие цифры. Заболело у нас 54 824 человека. Вылечили 53 тысячи. Умерло 693 человека.
В настоящее время 12 лежит больных. Летальность 1,3%. А теперь посмотрите летальность субъектов Федерации России. Пожалуйста, Краснодарский край 4%, Кабардино-Балкария 3%, Северная Осетия 3%, Московская область 1,51%, Ленинградская 1,8%. Это что? Не абхазское государство эту проблему решило и решает? Эту проблему не абхазские врачи решают. А сколько было мероприятий проведено по дезинфекции в городе? Школы, транспорт, троллейбусы, рынок. Мы это забыли? Нет, это, кстати, очень... Нет, подождите. Одну секунду. А теперь давайте мы посчитаем, мои дорогие, я вас информирую, просто говорю немножко эмоционально, чтобы запомнить. Не понравится? Продолжим разговор. 1,3%. Извините, что я так говорю, я вынужден бухгалтерией заниматься, чтобы было понятно. И 3% разница большая. Сколько спасенных жизней? 693 человека. Да? А было бы 3%, как это было в других республиках. Тогда у нас умерло бы сколько? Когда, в какой период государство сконцентрировало свои усилия на решении аналогичной проблемы после войны? Назовите мне. Аслан Георгиевич, Всегда может, это нет блокады. такое сейчас... И благодаря врачам, благодаря всем структурам, благодаря гражданам все это было сделано. Я вас информирую. Александр Георгиевич, Не оспаривай, слава Богу. Так, минуточку. 5 лет блокадных мы чем в стране занимались? Я не про это говорю. Да, вы говорите, когда страна сделала такое. После Вы войны. делали каждые 5 лет, вот 94-й, 5-й, 6-й, 7-й. Одну секунду. После признания, я говорю, после признания Это сказал. не исключительное явление. Это все вместе страна сделала. Да. Но мы- Бизнес 57 миллионов за 2 недели собрал. Но мы первые поблагодарили Но как это не раз значит, что правительство в по этому предыдущей поводу. истории этого не было. Одну Это было. секунду. Это значит, что государство делает то, что может. И оно сделало. Вот что я хотел вам Спасибо сказать. большое. Не, ну вы сказали, что было ли такое? Было. Да. 5 лет Аналогичная блокадных проблема, было. которая 2 года после признания была. Руслан, 5 лет блокадных было. Это 5 лет блокадных до признания. Я спросил, после признания было такое? нет, В конечно, не новейшей было. независимой Абхазии было такое? Мы или нет? благодарны. Да не Мы за первые- благодарность, я и говорю, не я вам, сказал. а мы написали первый. Я помню, палата поблагодарила Теперь, и бизнес, да, что и касается Минздрав. вопроса, который вы подняли. Вот льготное кредитование миллиард рублей. Мои дорогие друзья, бизнес вещь рискованная. Здесь наверняка есть Никто люди... не следил за этим. Да. Одну секунду, там разные факторы. Но в любом случае эти здания стоят здесь. Да, контрольный. Они принадлежат абхазам. Вот отель хороший появился. Через речку появится еще один отель. В Гаграх работает отель «Сокол». Ну, вы знаете, это неправильный термин «зависимость нашего бизнеса». Наш бизнес может не пользоваться этим, если он не хочет. Но это бизнес, это определенные правила ведения бизнеса. Там тоже кому попало денег не дают. Нашей же экономике нужно не 10 миллиардов, а значительно больше. Ну и дальше Да, надо было значительно больше нужно. Но там Сейчас тоже, судятся. я уверен, что заявок будет не на 10 миллиардов. Заявок будет значительно больше. Но банк будет отбирать. Банк тоже не заинтересован в том, чтобы его предприятие, значит, прогорело. Да? Эти деньги должны быть возвратные. Но это же льготное кредитование, понимаете? Сегодня, если банк наш может дать только под 18-20%, там речь идет 7 или 8. Ну разве это не выгодно? Ну как я могу вещи потом никто не прогарантировать, оспаривает. как будет себя вести абхазский бизнесмен? Не знаю. На начальном этапе смотрят репутацию, есть ли у него долги, есть ли у него история успеха какая-то. На это все смотрят, кредитуют. Разве это плохо? Ну вы же гостиницу имеете, вы же знаете, это плохо или нет. Разница есть 10 миллиардов рублей взять под 8% или под 18%? Какая разница? Давайте посчитаем. Ну где и что в этом плохого, если риски будут, какие-то предприятия сгорят, конечно сгорят. Вот у нас по старой схеме тоже было, там морковь выращивали, но не получилось, списали эти деньги. Землю же никто не забрал. Ну так будет, по-другому не получается. Главная проблема, которую вы обозначили, это то, что у нас делается на пункте пропуска, правильно? Ну, мои друзья, рынок. да, для того, чтобы мы имели доступ на российский рынок. Есть такая проблема. В договоре 2014 года прописано, там в течение 2 лет мы должны были поменять режим работы пункта пропуска. Мы должны были создать условия для свободного перемещения товаров и грузов
через государственную границу, через пункт пропуска ПСОВ. Этого не было сделано в силу ряда обстоятельств, и объективных, и субъективных. Многие уже привыкли, многих это устраивает. Это не устраивает наше население, потому что мы мучаемся с мандаринами, а там поборы были. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы вас проинформировать. Сумма этих поборов была от 12 до 15 рублей примерно. И все это в конечном итоге ложилось на нашего сельхозпроизводителя. Его в цене повышали. Очень было непросто все это сделать. Ограничились 6 рублями, год держались, делали очереди. Это все субъективный фактор. Но сейчас мы к этому вопросу вернулись. Он в запущеннейшем состоянии. Первые были слушания, потом, значит, рабочая комиссия. Нам потребуются эти 2 года. Мы полтора месяца тому назад впервые подняли вопрос. Промежуточное решение, они там будут расширять пункты пропуска. Это не даст нам нужного результата. Мы должны поменять режим работы пункта пропуска. Мы должны поменять. Для этого некоторые требуются изменения в нашем законодательстве. Требуются изменения в их законодательстве. Мы должны иметь свободный доступ к их рынку. А свободный доступ к рынку, а это общий рынок, там казахи, там белорусы. Эти контакты мы тоже ведем, мы переговоры ведем. Мы объясняем, что наша продукция в товарообороте с Россией, если для нас это 78% внешнеторгового оборота, Россия занимает место, а для них 0,003 в пределах статистической погрешности. На все на это нужно время. Мы хотим это делать. Гармонизация наших законодательств на это направлена. Унификация налогового и таможенного кодекса – это как раз-таки вот эти вот ставки, чтобы были едины, с тем, чтобы мы имели возможность работать в условиях единого рынка. В договоре же прописано, мы формируем единую территорию социально-экономического развития, единую территорию обороны и безопасности. Значительная часть пунктов договора не выполнена. Я никого не ругаю, я просто вас информирую. Это не сделано, это надо сделать. Я считаю, договор 2014 года надо реализовать в полной мере, чем мы и занимаемся. Если мы что-то передаем кому-то в собственность, мы ему передали в собственность. Собственность это означает владение и распоряжение. Да. И владение. Или мы не передаем в собственность. Если передали, остальные комментарии излишни. Но есть один нюанс. В соглашении написано в этом, что исключительно в таких целях, что исключает другую цель. Если вдруг случится так, что, значит, все пойдет не потому, как написано в соглашении, у нас возникает право расторгнуть это соглашение. Написать это неграмотно можно написать без передачи третьим. Исключительное пользование в таких-то целях это есть без права передачи. Ну, расторгнуть договор, а собственность останется там, это понятно. Аслан Георгиевич, я не собираюсь спорить, я просто говорю. Так сказать, и еще вот я хотел... А вы не все сейчас сказали, да? Нет, дополните. Нет, ну, к этому мне добавить нечего, я не знаю. Значит, по поводу, вот, уважаемые коллеги, по поводу того, что, вот, скажем так, теневая часть экономики растет. Неправда. Теневая часть экономики уменьшается. Вот эти вот сверхплановые, они такие, они сверхплановые, они не грандиозные. Но для нас это деньги. Для нас это существенные деньги. В том числе природа этих денег – это выявленные юридические лица и поставленные на учет, которые начали платить. Этот процесс, конечно, не одномоментен. Тут есть куда расти, тут есть чем заниматься. И Министерство по налогам и сборам этим будет заниматься. Сейчас там будет новый руководитель. И цифровизация будет. И учет мы налаживаем, значит, идет контроль со стороны Минюста. Это же не за счет новых предприятий, единицы новых предприятий были созданы. Вот это 700 миллионов рублей, а в общей сложности за 2 года это больше, чем 1 миллиард, это как раз-таки поставлено на учет предприятий, которые были выведены из тени. Этот процесс сейчас идет. Он для нас носит такой существенный характер. Может, не может, а он будет продолжен. Вот природа этих денег откуда. Что касается, значит, кто-то обогатился. Ну, вы знаете, надо называть имена и фамилии. Что имеется в виду? Я вот без комментариев. Мы пытаемся работать, правоохранительные органы у нас работают. Я хотел бы вам напомнить
эта работа такая тяжелая, в известной степени неблагодарная, но ее выполняют. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц, уровень министров и руководителей государственных компаний. К сожалению, такое есть. И будет дальше тоже. И будет эта работа, будет продолжаться не так просто, не так быстро, но надо иметь материалы, чтобы обвинить. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю. Это история, которая предана огласке. Вы это знаете. Ну, да. Да, пожалуйста. Согласен с этим. Я просто хочу добавить, Сейчас, что нам подожди. же вот Россия устами заместителя министра экономического развития осторожно намекает на то, что мы можем жить на свои средства и должны постепенно. Конечно, что они имеют в виду? Нам надо к Вот этому эти вот, стремиться, вот это главное. дорогие друзья, я вот, Руслан, когда уважаемый выступал, вот когда любое предприятие, которое регистрируется здесь, неважно, кто собственник, это становится национальной компанией. Они производят и работают здесь у нас. Есть даже собственник иностранец. Это национальная абхазская компания, которая регистрируется. Есть обратное явление. Наш винзавод имеет торговый дом в Москве. И инвестируют там. Такое же тоже есть, правильно, да? И международная кооперация, ее же никто не отменял. Экономическая кооперация. Вот то, о чем говорили вы. Поэтому, опять-таки, решается вопросы развития экономики за счет денег, оборотные средства нужно вкладывать. Возможности какие? Если нет своих, то привлечь. Об этом идет речь. Привлечь для того, чтобы это работало у нас в Абхазии. Можно провести анализ, как работают компании российские здесь, как они платят налоги. В этом смысле они более дисциплинированы или нет. Такая аналитика у нас тоже есть. С участием российского капитала компании себя в этом смысле зарекомендовали неплохо. Самый крупный налогоплательщик сегодня в Абхазии – компания «Роснефть». Это под 500 миллиарда рублей. Потом уже сотовые операторы. Там тоже, как известно, российский капитал. Почему они платят налоги? Да потому что там проходят аудиторские проверки. Там должна быть определенная отчетность, определенных стандартов. Это новая культура. Новая культура. Я же в качестве примера, когда привожу тамышский объект, это не для того, чтобы злорадствовать. Объект, который не 3 звезды, ну 2 с плюсом. Почему там заработная плата 30 тысяч рублей, а на объектах очень хороших, некоторых, в Западной Абхазии зарплату показывают 20 тысяч рублей или 15. Ну вот же о чем идет речь. Там же другая культура, другие подходы. Это работает в конечном итоге на нас. Это работает на наше население, на наших граждан. Таким образом растет благосостояние наших граждан. По поводу аэропорта, Руслан, то, о чем вы говорили, пока особо нечего афишировать. Мы даже боимся, что нас сглазят. А вот тот человек, который сфотографировал российской стороне, что написано, это то, что они финансировать будут, деньги. Мы расписали, что мы можем за свои деньги сделать. Мы там линию можем провести. Все остальное за их деньги, безвозмездно, которые мы у них просим на полосу. Еще если дадут это все. И еще вокруг этого, если будут разговоры, тогда хвахте там дроза. Да. А уже, по-моему, Да. какая-то А информация теперь, была. значит, я просто хотел бы ваше внимание обратить, как это, вы же хорошо помните, у нас были в Советской Абхазии предприятия, которые назывались градообразующими. 500 населенный пункт откуда? Из-за курорта. Да, это так? правда. Дранда, поселок городского типа, это аэропорт. Сухумский физико-технический институт – это поселок Агудзера. А город Кварчал – это шахты. Точно. Вот по такому принципу крупный проект, необходимо крупные проекты реализовывать, они создадут правильный эффект. Они подтянут другие отрасли экономики. Наши люди должны зарабатывать, работать, жить сегодня. Детей надо лечить, детям надо давать образование. У нас проблемы с нашим языком, его надо поддерживать, педагогам надо платить еще больше денег. И когда я в своей экономической политике сталкиваюсь с некоторыми государственными предприятиями, в которые вложена большая сумма денег, и отдачи никакой нет, я по этому поводу расстраиваюсь. Важно не то, как объект называется, важно с точки зрения экономики не то, кому он принадлежит, важно, что он дает государству и населению, сколько этот объект платит налогов и сколько людей там работает. Это важно, кому этот объект принадлежит. И как он называется, это тоже объект
спекуляций, как он называется. Кому-то названия не стали нравиться в последнее время некоторых объектов. Кому-то не нравится, почему там иностранный капитал. А я исхожу из другого. Это название для меня не принципиально. Иностранный капитал. Люди борются за то, чтобы капиталы пришли. Вот мы ездили, были в Башкирии, целая программа, целый инвестиционный час, который проводят президенты одной и другой страны. По итогам прошлого года в одних 600 миллиардов привлеченных инвестиций. Значит, на 600 миллиардов рублей там денег собственников, которые не проживают в Башкирии, а пришли туда. 400 миллиардов у товарищей из Башкирии. Привлеченные деньги, которые работают на экономику, на страну, это не минус, это плюс. Это плюс. Безвозмездных российских денег больше, чем есть, не будет. Они не могут решить наши глобальные проблемы. Не могут они решить. За эти деньги мы сами, вот понятно, будут деньги в бюджете, мы направим и сами будем субсидировать. Сейчас мы начали относительно того, что было, вкладывать свои уже деньги в экономику. Например, возьмите таблицу по сельскому хозяйству. 18 год, 19, 20 мы вкладывали 25-30 миллионов рублей. Сейчас у нас цифра совершенно другая. Немного, но в разы больше, чем было. За счет чего? За счет денег, которые мы начали зарабатывать. За счет тех налогов. Тамышский объект заплатил 20 миллионов рублей налогов за это время. Хорошо. Это все ушло же к нашему населению. Нашему населению это ушло. Проблема, которая была связана, тоже мы сами вынуждены были ее решить в прошлом году, подтопила очень сильно наших граждан. 804 семьи были подтоплены. Это более чем 300 миллионов рублей. Но нам в этом вопросе, мы каждый раз не можем просить, да и никто не реагирует особо на эти просьбы. Решайте сами. Вот 140 миллионов рублей наших денег мы направлены для того, чтобы компенсации выплатить. А если экономика не будет работать, как это произойдет? Никак это не произойдет. Вот так я это понимаю. Да, пожалуйста. Давайте, Рома. Руслан Георгиевич, у меня есть, конечно, много вопросов, связанных с экономическим развитием, и я не совсем согласен, но есть вещи, с которыми принципиально согласен с вами. Это по инвестициям и так далее. Не согласен. Согласен. Есть где не согласен, и я считаю, что есть о чем спорить, конечно. И... Мы можем отдельно это сделать. Да. Да. Но я не хочу сейчас об этом говорить. Хорошо. Я хочу затронуть два вопроса. Первый – это ратификация соглашения по экономической гармонизации с Российской Федерацией. И второй вопрос – это по инвесторам, которые на сегодняшний день в Абхазию идут. Ну, я уже один раз говорил, да, вот Леонид Дмитриевич сказал, что у абхазских производителей существует проблема вывоза продукции. Но, насколько я понимаю, что эта проблема решаемая. Более того, у нас есть договор межгосударственный, который стимулирует абхазского производителя для того, чтобы он официально, правильно, качественно вывозил продукцию. Для этого нужно просто этот закон изучить, обратиться в соответствие таможенные, брокерские структуры и так далее, и проблем не будет, если будут все сертификаты и правильный подход. Если мы говорим об упрощении границы как таковой для бизнеса, то здесь мы абхазский бизнес ставим на грань пропасти. Если мы сделаем бесконтрольное или упрощенное перемещение грузов в Абхазию, то мы можем получить большие проблемы. Да, Россия, Казахстан, Беларусь этот вопрос решили. Но они решили это при помощи того, что каждая партия товара, которая покупается в России и вывозится в Беларусь, она сразу же, данные они передаются в электронную базу белорусской налоговой, и продать ее на территории России невозможно. И если она продастся на территории России, то люди сядут. Вот если мы будем готовы также четко обеспечить контроль товара, который по этим льготным путям будут перемещаться в Абхазию, тогда, конечно, стоит упрощать границы. Вопрос у тебя большой, поэтому могу забыть первую часть, отвечаю. Для того, чтобы вот эти проблемы, в том числе потоки, если мы выйдем на решение, если нас пустят в эту экономическую зону, для того, чтобы мы это все решили, нам оказывается помощь в объеме 800 миллионов рублей для цифровизации нашей экономики. Так или не так? Я правильно говорю? В том числе, чтобы все это контролировалось, потому что бесконтрольно это не нужно ни им, ни нам. Им это тоже не нужно. Потому что если мы будем бесконтрольно, мы начнем завозить контрабанду, и туда все это будет уходить. Не будет бесконтрольно. А если будет, все будет под контролем. Упростить
это не означает лишить контроля или не осуществлять контроль. Упростить означает меньше проблем создавать людям, которые экспортируют. Да. Да. Но- И правила более твердые, не более того. Согласен. Вот при таком подходе я это Именно поддерживаю. такое, как Но, по-другому? Аслан Георгиевич, тут нужно понимать другие моменты. Мы технически на сегодняшний день не готовы, к сожалению, к тому, чтобы эта цифровизация произошла. Хотя я полноценный сторонник ее. Вот у нас в прошлом году, с 1 января этого года должен был вступить закон по кассовым аппаратам. Да. И у меня брали интервью, и я объяснил, что технически, к сожалению, это сегодня сделать невозможно полноценно. По одной причине. Потому что нет на это денег. Вот деньги предусмотрены, поэтому это будет. Потому что у нас Поэтому нет вопрос- денег. Да. У А нас есть нет- уже, есть 800 миллионов выделено. Когда это все начнется, расскажите. Это закон в силу вступил 1 числа. Денег не было. Все законы надо а подкреплять закон- деньгами. я понял. Да, Я просто, если можно, я выскажу свою мысль до конца. Я еще раз говорю, я не пришел критиковать. Я Да, ради хочу бога. конструктивно говорить. Да. Закон действует, это дает возможность контролирующим структурам приходить и наказывать. Но помимо денег мы должны понимать, что для того, чтобы кассовые аппараты поставить, должен быть стабильный свет, стабильный интернет. И каждый предприниматель, который имеет точку на рынке, и мы хотим, чтобы он поставил кассовый аппарат, он как минимум должен либо этот кассовый аппарат и подключение ко всей системе получить за счет государства, либо должен вложиться. И тут будет тоже очень много всяких нюансов и возможностей, к сожалению, для нечестных сотрудников различных ведомств, для того, чтобы это обходить, и для нечестных предпринимателей в том числе. И конечно, это большая проблема. Теперь, если можно, я выскажу, вот Да. у меня все-таки, чтобы я потом не встревал и слишком много не разговаривал, по вопросам гармонизации в экономической сфере. Я понимаю, что такое гармонизация законодательств в том же Россия, Белоруссия, Казахстан. Там одинаковый НДС 20%, там одинаковые налоговые ставки и так далее. Если мы будем гармонизироваться под эти условия, то мы можем поставить абхазский бизнес в очень тяжелые условия. Поэтому я вас прошу, как предприниматель, чтобы вот этот момент обязательно учитывали. И все-таки положение нашего бизнеса, оно нелегкое. И мы на сегодняшний день не готовы к очередному удару в виде повышения каких-то налоговых ставок, либо НДС, либо еще. И никто из нас не хочет выходить на площадь. Мы хотим заниматься бизнесом спокойно, как в других государствах, Черногории и так далее. Это один вопрос. А второй вопрос у меня, Аслан Георгиевич. Мы, естественно, как граждане, тоже хотим, чтобы бюджет пополнялся и привлекались существенные средства в наш бюджет. И я знаю один хороший пример на территории Российской Федерации. У меня друзья в Дагестане, депутат Госсовета Дагестана, и доверенный человек Сулеймана Керимова. Он живет в Дербенте. Вот люди, которые хотят вложить, или бизнес, который хочет вложить деньги в Дербент, у них два условия. Первое условие – это они регистрируют свою организацию и платят налоги в Дербент. Второе условие – по максимуму они привлекают рабочую силу, материалы и так далее у тех предпринимателей, которые работают в Дербенте. Все, два условия выполняются. Значит, человек, если это ИП, или это он делает, Сулейман Керимов сам сделал прописку в Дербенте, и юрлицо свой туда перенес для того, чтобы все налоги шли в Дербент. И если мы, вот инвесторы, допустим, сейчас анонсируется большой проект, который будет строиться там 20 миллиардов, не знаю, какие-то суммы для меня недостижимые и непонятные, но они большие. И дай бог, чтобы таких проектов было больше, потому что они нам тоже нужны. Но нам бы хотелось, чтобы люди, которые крупные инвесторы из России, чтобы они обратили внимание, что абхазский бизнес тоже существует, что мы тоже умеем работать. И у нас есть подрядные организации, которые могут выполнить работу здесь и не менее качественно выполнить, чем россияне, и гораздо дешевле. У нас есть предприниматели, которые могут привезти продукцию, начиная от цемента, кончая сантехникой, плиткой, чем угодно, и дешевле сделать это, чем в России. Вот моя компания на сегодняшний день торгует дешевле в розницу, чем любой российский магазин по аналогичной продукции. А на объекты мы заходим с такими условиями, что ни один российский дистрибьютор дать не может. И мы все, что завозим, это Джонсон знает,
Мы все Эксперт. налоги оплачиваем, у нас нет никаких вопросов, за 16 лет, 17-й год нашей деятельности идет. И не только я не пришел лоббировать свои интересы, я говорю о том, что пусть инвестор знает, что когда он приходит и вкладывает в нашу родину свои деньги, и он будет их зарабатывать себе. Но он пускай создаст такие условия, чтобы как можно больше денег в виде налогов и других платежей оставалось в Абхазии. А мы, как абхазский бизнес, поверьте, это обеспечим. Мы привезем все в белую, мы это растаможим, мы дадим работу абхазским жителям и так далее. И сделаем так, чтобы наше сотрудничество было максимально плодотворно. Я все понимаю. Роман, вот вы коснулись большого проекта, который находится на стадии разработки и так далее. Именно такие подходы и будут. Будут они платить налоги как нужно. И местные субподрядчики будут. Чем хорош частный инвестор? У него нет желания у самого себя украсть. Он у себя подворовывать не будет. И, конечно же, я уверен в том, что они набор какой-то объявят, конкурс на определенные виды работ. Я в этом не сомневаюсь. Я просто знаю настроение людей. И то, что можно будет сделать за рубль, они не будут платить 2 рубля. Да, И я, если Слава вы- Георгиевич, за 17 лет сталкиваюсь с другим. Я сталкиваюсь с тем, что российский инвестор Одну не секунду, не считает путайте. нас здесь людьми грамотными. Он считает, что у него есть скидки где-то в России, он по какой-то своей схеме сюда завезет. Ну пусть они, ну это же задача вас, как По правилам государства, надо. направить его в это русло и сказать, что, ребята, сделайте, пожалуйста, вот эти условия выполните и, пожалуйста, работайте. А я вам обещаю, что вот со своей вот, продукцией я сделаю все для того, чтобы инвестору было комфортно. И я найду десятки людей, абхазских предпринимателей, которые предоставят такие условия, если российский инвестор не будет хитрые схемы использовать, если он не будет пытаться все оттуда завести, а мы дадим такие условия, что ему будет комфортнее работать здесь. И безнал, и отсрочки, и качество товара, и поставки в срок, и цены ниже любых российских дистрибьюторов, мы это Роман, обеспечим. ну, с учетом того, что мы производим, а производим мы в данном случае, если говорить о строительстве, это щебень, да? Песчано-гравийная смесь, то, что мы производим. Цемент наши заводы же не производят, да, Кристина, пока? Завозим. Арматуру мы тоже еще не производим, правильно? Ничего не Завозим, да? И керамическую плитку, Слава Георгиевич, мы тоже не производим, Да. но мы ее здесь продаем дешевле, чем в России. Поэтому то, что мы сможем поставлять, мы будем обязательно поставлять. И, конечно, у вас же будет вообще возможность общаться. Вы, там будет открыт офис или что-то такое, пройдете, предложите свои условия. Очень сложно. Никто не Мы будет платить. сталкиваемся, мы знаем, поэтому мы хотим... Я не знаю, что вы не будет от знаете. государства получить. Рома, время Да, уходит. да, Можно Рома, мы тоже можно. скажем, пожалуйста? Чтобы, Пане Гархамов, я вас можно очень прошу, вопросы Это пусть просто будут время короткими, потому У меня что... очень да. короткий вопрос, Аслан Георгиевич. Я хотел задать вопрос, чтобы вы провели такой Сейчас небольшой ты не экскурс переживай. по своей деятельности в качестве президента нашей страны, но основные вопросы вы тут осветили, пока я успел задать этот вопрос. Меня интересует, и вы как-то затронули вкратце, почему договоры 2014 года о межгосударственных отношениях между Россией и Абхазией, касаемо пограничного нашего режима, в частности, я хочу сказать о контрольно-пропускном пункте ПСОВ. Если я начну характеризовать работу этого пункта, я думаю, здесь не будет ни для кого секретом, что это единственная логистическая такая возможность для нашей страны, для граждан, для бизнеса, вообще для всего, что должно создавать комфортные условия. В нашем случае ни для бизнеса, ни для граждан нашей республики, ни для туриста, который имеет желание посетить Абхазию, это проблема. Вы вскользь так затронули, что есть там какие-то подводные или надводные какие-то вещи, о которых я, например, не знаком, мы не знакомы. Что мешает для того, чтобы договор полноценный, межгосударственный, полностью вступил в свои вот эти вот права и пересечения
грузов и прочее, стало доступным не только для бизнеса Леня тоже говорил абхазского, про это. российского. Ну, я знаю, что и казахский бизнес проявляет определенный интерес к нашей территории, к нашей инфраструктуре, к нашим возможностям транзитным и прочие дела. Но та волокита, с которой происходит все это, и она отталкивает, очень серьезно отталкивает бизнес и российский в первую очередь, и весь остальной как бы, интерес, который Волокита интерес с проявляется какой стороны? в С нашей обоих стране. сторон? Это первое. Не с российской стороны. Ну, то, что не бывает бизнеса по национальному признаку, я думаю, что это ни для кого не секрет. Бизнес имеет одни законы, одни правила во всем мире. Они знакомы и нам тоже. Наверное, мы глубинно там юридически и в экономическом плане не готовы, как бы. У нас не работают определенные институты, которые помогают в серьезных экономически развитых странах бизнесу, институты там кредитования, в том числе банки. Ни для кого не секрет, что в Абхазии не присутствует крупный бизнес. Ее, к сожалению, у нас нету. Наша цель, я считаю, привлечь в Абхазию крупный бизнес. Даже и средний к нам идет с неохотой. Почему? Потому что нет гармонизации с нашим стратегическим партнером. Нет много вещей, которые надо делать. Вот та скорость, с которой это происходит, и ту ответственность, которую власть на себя возложила когда-то, да, вот отсутствие вот этой скорости, да, вот в движении, направлении развития, привлечения и прочего, оно волнует народ. Оно в итоге отражается на благосостоянии нашего народа. Вот в чем, мне кажется, вот та проблема, которую мы пытаемся вот, и на этой площадке, и в парламенте. У нас нет людей, которые просто так вот как бы освещают проблему. Да, наверное, есть единицы людей, которые там из пальца, как говорят, высасывают какую-то проблему в угоду там каких-то своих там политических или каких-то интересов. Но их не так много, к счастью нашему. И мы их знаем всех на лицо. Мы все друг друга знаем, и слава Богу, и это есть хорошо. Поэтому мы и выжили, и живем, и строим свое государство. Я извиняюсь, я чуть-чуть растянул на эмоциях свое выступление. Вот эти два вопроса, пожалуйста, если можно как-то раскрыть. Касаемо границы, в первую очередь. Я знаю и противников вот этого послабления именно у нас в Абхазии. Я с ними иногда дискутирую, но почему не работает этот договор и что с ним происходит? Значит, договор был подписан в ноябре, 24 ноября 2014 года. И там прописано, что в течение 2 лет проблема, связанная с границей, должна была быть решена, то есть к концу 2016 года. Сейчас у нас, как известно, 2022 год. Не решается потому, что, знаете как, это должно было быть важнее для нас, для нашей стороны. Мы должны были этот вопрос, как я это понимаю, постоянно поднимать на повестку дня и постоянно заниматься этой проблематикой. Почему это не случилось, мне сложно об этом говорить. Почему мы занялись в этом году данной проблемой, а не в прошлом? Данный вопрос я оставил и на встрече с президентом Путиным. Но нам помешала эпидемия. К нам не могли люди приезжать, уезжать. Наконец-то мы договорились и взялись за решение данного вопроса. Кому-то это может и не нравится, такие тоже будут. Я считаю необходимым решить, но мы эти 2 года должны на это потратить. Мы хотим, чтобы наша страна воспользовалась нашими транзитными возможностями, о чем говорил Руслан. При такой ситуации на ПСО никаких транзитов не будет. Это вещи взаимосвязанные. Сегодня конъюнктура рынка таким образом сложилась, когда это выгодно. Сейчас в Очимчирском районе заканчивают строительство контейнерной площадки. Небольшие объемы, но новый бизнес для нас. Специализированная контейнерная площадка.
наверное, в ближайшее время. Это тоже налоги, это тоже рабочие места. В рамках встреч неоднократных с руководством России мы говорили об этом. Не исключено, что мы придем к тому, что железную дорогу сумеем участок восстановить. Об этом идут разговоры. Ну, конечно же, мы будем информировать. Конечно же, кто-то это захочет, кому-то это не будет нравиться. А за это время, пока мы вокруг этого ходим, морское сообщение между Сочи и Поти, да, наладили они? Сейчас корабли пошли, правильно? Потому что многие вопросы политизированы, разные совершенно точки зрения. Кто-то считает, что у нас не должно быть транзита, потому что транзит – это торговля с врагом, потому как грузы оттуда. Ну, тут надо, я так не считаю. Мне вообще не интересно, что происходит на территории врага. Меня это не интересует. Меня интересует то, как наши люди живут, и как сделать так, чтобы они зарабатывали деньги, жили богаче. Как задействовать тот потенциал, который мы имеем. Вот вы много говорите, у нас большой потенциал. Железная дорога у нас огромный потенциал, результат нулевой. Аэропорт потенциал, результат нулевой. Порты наши, которые необходимо осуществить капитальный ремонт и реконструкция. Результат не нулевой, но мог бы быть другим. Этот потенциал как поднимать? За счет чего? По-другому это не работает. По-другому не работает. Но это все будет работать на нас. Поэтому на первый вопрос я отвечу таким образом. Мы занимаемся, я надеюсь, мы это решим. Мы пойдем по такому пути, значит, как это сделано в Гуль-Рыбском районе. Специализированный таможенный орган. Часть грузов можно здесь таможить и напрямую, чтобы не останавливали на границе. Не может быть случиться так, что нам будет необходима еще вторая площадка, такая же, чтобы грузы отделить вообще. Поставили штамп, абхазские, российские таможенники, все, данные есть, и он не останавливается. Это частично решает проблему. С людьми мы готовы, значит, для того, чтобы это случилось. Российская сторона тоже многоликая. Там некоторые ведомства не заинтересованы, которые обеспечивают безопасность, как бы чего не вышло. Вот они боятся чего-то. У нас закон об оружии. Мы его приняли, кстати, я его не подписал. К этому закону тоже есть определенные вопросы. Хотя я это не считаю угрозой, потому что российские законы будут работать. Человек переехал с ружьем или с чем-то, пусть с ним поступают так, как они считают нужным. Эта проблема тоже нам мешает. Другие проблемы связаны с тем, что огромное количество людей, лиц без гражданства в Абхазии проживают. Грузины, которые живут в Гальском районе. А как с ними быть? Они задают вопрос. Если мы откроем границу, вы им какие-то документы выдайте? Так вопрос они ставят. Обоснованный вопрос? Обоснованный. Люди работают. Это среда, скажем так, уязвимая с точки зрения работы спецслужб. А сейчас вот вчера там диверсия была в Крыму. И этих историй будет, к сожалению, еще больше. Вот о чем. Это все нужно склеивать. В относительно хорошие времена, 15, 16, 17 год, когда не было ни спецопераций, ни острых фаз противодействия России с европейцами, когда не было, не смогли. Сейчас тоже тяжело, но мы будем это решать. Мы эти вопросы решим, нам нужно для этого время. Вас будем информировать об этом. Вот второй вопрос не совсем понятен мне был. Темпа развития. Но они взаимосвязаны. Он связан с общим экономическим развитием нашей страны. Такой же. Слушайте, общее экономическое развитие нашей страны – это прежде всего программа, которая была в свое время разработана центром 25 шагов. Strategy Partner Group – это институт Грефовский был при Минэке России, да, и Министерство экономического развития Абхазии. Хорошая программа. Я ее считаю наиболее оптимальной. Мы направили документ, соответствующий в парламент. И первый шаг – создание корпорации развития. Это не дополнительные чиновники. Корпорация развития. А вы эту программу почитайте, пожалуйста. Она у меня в телефоне постоянно. Первые 5 шагов – это все про инвестиции. Условия для инвесторов. Кастомизированный инвестор. Институт привлечения инвесторов. Инвестор. Все правильно. Что там они пишут правильно. Сейчас в последнее время правильно критикуют некоторые соавторы, не знаю почему. Но в программе, которая ими разработана, все правильно написано. Да, вот, пожалуйста, с собой нет программы, да? Зачитать вам первую? Да, ради интереса. Дайте мне мой телефон.
Не надо? Ну почему не надо? Это же снимет лишний вопрос. Давайте. Он говорит о Все крупном за инвестиции инвесторе. и против инвестиций. Самое интересное, что я послушал заключительно, они сказали, вам нужно выращивать клубнику. Вот, пожалуйста. Вот, дорогие мои друзья, сейчас первый, значит, для реализации программы экономического развития необходимо сформировать специальный институт развития, корпорации развития. Значит, первый пункт – поддержка ключевых отраслевых секторов, кластеров. Второй – привлечение инвестиций и развитие экспорта. Значит, реализация ключевых инфраструктурных проектов. Так, это не то, я немножко читаю. Сейчас я найду шаги. Это у меня прямо в телефоне. Да, первые 5 шагов – все про инвестиции. И правильно они А напишут. мы освоили уже, осваиваем мы инвестиции в наши деньги. Да? Вот национальная цель по развитию экономики Республики Абхазия – обеспечение самодостаточности бюджета и качественных рабочих мест за счет роста экономики. Значит, там показатели, на которые мы должны выйти, среднедушевой ВВП на уровне российских регионов, конкурентоспособность с ведущими соседними странами деловой климат и что у нас? Стабильный приток прямых иностранных инвестиций. Стабильный приток прямых иностранных инвестиций. Сейчас сами шаги я вам зачитаю. Проект же направлен в парламент, а кто мешает его опубликовать, чтобы люди это читали, знали? Конечно. Куда она еще? Вот, пожалуйста, Надо всё время вот шаги. информировать, да? Вот, дорогие друзья, вот они шаги. Сейчас я вам зачитаю, да? 25 шагов по улучшению условий для развития приоритетных отраслей и кластеров. Корпорации развития. Да, дорогие друзья, первый, значит, шаг – сформировать специализированный институт развития по реализации программы экономического развития, корпорацию развития. Мы документ направили. Второе – сформировать перечень целевых инвесторов в приоритетных отраслях. Второй пункт – инвесторы. Третий – разработать систему кастомизированных стимулов для инвесторов, тоже инвестор, да? Обеспечить разработку республиканской инвестиционной карты и так далее. Понимаете? Потому что, как это было в Советском Союзе, это было так. Вот есть бывший губернатор, сейчас он председатель бюджетного комитета Совета Федерации. Министерство финансов часто направляет документы, они там визируют, взаимодействуют. И вот 2 недели назад мы встречались здесь, и его проинформировали, он же не специалист, ему говорят, это кто-то не хочет, не все хотят нам помочь и там, не все чиновники в этом заинтересованы. Видимо, лоббисты какие-то, есть чьи-то интересы и так далее. Ему сказали, а мне сказали, что это невозможно, потому что ИКАО. А я ему говорю, послушайте, а разве не такие же проблемы в Крыму? В Крым же летали? Он говорит, да. Я говорю, сейчас им из Хусхава. Мы это не афишировали, потому что особо пока нечего было афишировать. Мы подписали договор на проектирование. Что касается аэровокзального комплекса и прилегающих территорий, мы инвестора нашли. У нас не было денег на строительство взлетной полосы, на его капитальный ремонт, рулежной дорожки, ограждение, организация воздушного движения. За организацией воздушного движения стоит техника, специальное оборудование, многомиллиардное, и управление воздушным движением. Вот эти вопросы требуют постоянной работы. Ни у кого в Абхазии нет опыта запуска такого проекта. Сухумский аэропорт руководство Абхазии того периода не строило. Этим занималось центральное правительство, город Москва и проектные институты. У нас дорогу мы можем построить автомобильную, мы имеем специалистов. Нужно было создать авиакомпанию, мы ее создали. Ну, вы сядете в самолет, который будет пилотировать человек, недоучка. Конечно. Но у нас военные летчики, ребята, их нужно обучить. Это 2,5 года переквалификации. Это 700 или 800 тысяч рублей обучения на одного человека. Все это требовало постоянной работы. И мы сегодня пришли к тому, что деньги будут изысканы на полосу. Это наша будет полоса, рулежка НАСА. Но это все, мы это не афишировали. Вот последняя встреча, министр здесь был экономического развития, министр финансов был недавно здесь, мы это не афишировали. Все, отмашка должна быть только от имени президента России, он должен дать добро. Надеюсь, на встрече так и произойдет. Все бумаги подготовлены, это большой-большой объем работы. Но, слушайте, какой может быть в этом проекте минус? Это первое. Второе.
Вот в информационном плане мы вроде бы как отстаем. А как нам быть, если некоторые политики перед собой ставят задачу нас дискредитировать? Мы что, каждый раз должны говорить, пока нет соглашения? Мы можем говорить об аэропорте, только то, что проектная работа. Нам больше не о чем говорить пока. Вот когда бумаги будут подписаны о выделении средств, тогда мы говорим, все, финансирование прошло, мы проинформируем. Вот какая картина. Поэтому наша сдержанность, вот все что угодно, значит вброс, обман и так далее. Теперь вопрос, который имеет отношение к форелевому хозяйству черновеченскому. Форелевое хозяйство – это предприятие по выращиванию рыбы. Там должны были вырастить определенный объем рыбы. За последние 15 лет в форелевое хозяйство вложено 89 миллионов рублей государственных денег. 89 миллионов рублей, с учетом времени, когда вложили, это тогда было примерно 3 миллиона долларов. Сегодня это 180 миллионов рублей. Это примерно один хороший детский садик. Я, например, если бы принимал бы решение в тот период, деньги государственное форелевое хозяйство не стал бы вкладывать. Потому что государственные деньги, на мой взгляд, надо тратить более рачительно. Я бы или в больницу вложил бы, или в детский садик, нашел бы или дорогу, или водоснабжение, то, что является общественным, там, где у нас денег. А форелевое хозяйство – это бизнес. Сегодня какие результаты? Вот 90 миллионов мы вложили, какие мы имеем результаты за 12 лет? За 12 лет налогов уплачено 2 миллиона 491 тысяч рублей. Это примерно 200 тысяч рублей в год. Это предприятие дает 200 тысяч рублей в год. Это 200 тысяч на 5, 90. Это нужно 450 лет отбивать деньги, которые мы туда вложили. Ну вот они платят. Сколько они произвели продукции, мои дорогие друзья? Реализация рыбы форели в натуральном выражении. В 2011 году 12 тонн, в 15 тонн в 2012 году, 15 тонн в 2013, 23 тонны в 2015, 17 тонн в 2016, 9 тонн в 2018, 9 тонн в 2019, 7 тонн в 2020, 7 тонн в 2021. Реализация рыбы карпа натуральном, на карповое хозяйство огромное, сейчас там буйволы пасутся, и 0,00000 до 2015 года 1 тонна карпа, 2 тонны карпа в 2017 году и так далее. 1 тонна карпа, целое государственное предприятие. А буйволов как, они новые технологии? Не, буйволы вместо карповых прудах буйволы. Теперь дальше. Нашлись люди, которые говорят, специалисты имеют деньги. В это предприятие нужно вложить несколько сот миллионов рублей. И сделать так, чтобы там производили не 8 тонн продукции, а от 50 до 100. Чтобы там работало не 7 человек, а 30. А арендные платежи только будут около 6 миллионов рублей. Вы вот 200 тысяч в год мы получаем государство. 6 миллионов арендных платежей – это в 30 раз больше, чем 200 тысяч только на аренде. Если там будут дополнительные рабочие места, если там будет другая заработная плата, если мы будем иметь другой объем товарной продукции, почему я должен рисковать, государственные деньги еще раз вкладывать, обязательно разворуют, если это может сделать инвестор? Можете на этот вопрос ответить? Это разумно. Вот и все. Но в собственность никто не берет. Это в аренде. И еще надо, чтобы взяли, посмотрим, возьмут или нет. Еще вопрос. Но показатели будут такие. Сегодня остаточная стоимость оценили, это все, эти деньги вложили. Кстати, объекты, которые находятся в Абхазии в аренде. Отели самые дорогие, большие, новые. Самая большая арендная плата какая у нас? Сколько платят? Что вы говорите? Арендную плату 3 миллиона 800 тысяч платят. Как хорошо. 3 миллиона 800 тысяч. Да, арендных платежей. А здесь будет 6. Разница есть? В болоте. Где производят 7 тонн рыбы. Я же никого не упрекаю. Вы же цифры хотели получить. Вот я вам рассказываю. 3 миллиона 800 тысяч. Самая большая аренда платит Самшитова Роща. А не знаете, меня, Тарсан Георгиевич, почему так? Можно же? Мы поэтому говорим, что плохо в менеджменте. Одну секунду. Дайте, моя очередь. Давайте я на ваш вопрос отвечу. Вопросы, которые накапливаются десятилетиями, требуют определенного времени, определенных знаний, порой которых у нас не хватает.
проверкой людей, министров, тянут или не тянут. Это тоже есть. Кто-то потянул, кто-то нет. Все это есть. И так не бывает, чтобы все эти вопросы были решены очень... Мы обозначили тенденции. У нас обозначились тенденции неплохие. Их надо укрепить. К нам начали проявлять интерес люди, которые могут здесь организовать большой бизнес. Это не так просто. Это нужно каждый раз общаться, их убеждать в этом. На Тамышский объект инвестор пришел, ему это 100 лет не надо было в это болото прийти. Я нашел другого бизнесмена, который выступил гарантом, что он деньги эти вернет. Российского бизнесмена, которому я в свое время помочь, которого хотели посадить в тюрьму. Он выступил гарантом, тот пришел, создали предприятие. А то я могу 700 миллионов достать и отдать ему, да, если что-то произойдет. Это требует времени, Руслан, и определенной деловой культуры, которую мы нарабатываем на низком плане. Вот вы же сказали, инфраструктурная линия. Это, видимо, дорога наша, да, всовывают. И все. Да. И без ничего. Но это... Кавказа хотели сделать, мы всячески сделали, Да. что делать. Поэтому я, дорогие друзья, хочу, чтобы вы знали одно. Вот в таких масштабных делах не бывает без шероховатостей, не бывает, видимо, без ошибок. Некоторые пути мы проходим впервые. Вот то, что связано с тем же аэропортом. Но не приходилось такие вопросы решать. Конечно, нужно, чтобы было понимание. Я вот пришел сегодня с министрами, чтобы вы задали им вопросы. Я к вам буду приходить с министрами. Да. Если надо, еще раз к вам придем. Спасибо. Задача одна – обеспечить наше население работой, заработными платами. На самом деле, это задача номер один. Только так мы можем решить другие вопросы. Так только можем сохранить свою страну, свою идентичность. Скажите, пожалуйста, 200 тысяч рублей дает форелевое хозяйство, 200 тысяч – это тоже деньги. Но когда у нас есть возможность получить 15 миллионов, за 15 миллионов минус 200 тысяч, за 14 миллионов 800 тысяч, сколько человек можно вылечить, сколько их можно обучить, сколько можно решить проблем. Ну, вот так вот надо как-то действовать. Нет, в этом мы не спорим. Поэтому, да, пожалуйста. И вопросы и пожелания – это по просьбе Беслана Цыбовича. Он хотел, чтобы я вопрос задал. Одна просьба. Вот я тоже находился 15 лет в парламенте, там тоже происходили моменты приватизации, всякое там было. Вот лично просьба и пожелание такое, учитывая менталитет нашего народа за свою землю, всю жизнь, что погибали, защищали, и особое отношение у нашего народа к своей земле. И, пожалуйста, просьба такая, когда мы говорим об инвестициях, все понимаем, что без инвестиций ни одно государство не может развиваться. Даже великая, богатейшая Россия каждый год по 5-6 экономических форумов проводят. Понятно это все. Но инвестиции и продажу, давайте вот эти вещи не будем путать. Это моя просьба и мое пожелание. Когда мы продаем человеку 20 гектаров или 100 гектаров или 50 гектаров, это его собственность. Давайте мы или с государством, или с нашими гражданами, хотя бы там 80 на 20 или 70 на 30, какие-то формы такие придумаем, не только чтобы одному вот так вот отдать. Не так уж много у нас этой земли, чтобы мы могли вот так вот продавать и дойдем до такой точки, что больше нечего продавать. Вот мы до этого можем дойти. Я не совсем понимаю, Михаил Петрович, о какой продаже идет речь? Какой объект был продан? Кому? Что вы имеете в виду? И не только объект. А что? Не только объект. Александр Георгиевич, не будем. Да, детали вот такие. И по 40, и по 50 гектаров. Вот люди, оно как в аренду называется. А как тогда должно быть? Не в аренду разве должно быть? Дорогие друзья, мы же сегодня собрались не только пообщаться, прийти к какому-то вопросу. В дальнейшем наши планы, как мы будем строить. Совершенно Давайте это самое главное. Это давайте самое мы на эту главное. тему Но поговорим. когда мы увидели такой состав, мы подумали, что у нас есть много вопросов, которые тоже нас волнуют. А сейчас от вас зависит тот график, как будут здесь проводили у вас. Все равно оппозиция, мне кажется, будет готова на любой площадке обсуждать вопросы. Мы тоже будем готовы. Мы готовы
И я вот в силу определенных обстоятельств, то соглашение, которое было выработано, оно не подписано. Я готов его К подписать. сожалению, не подписано. Да, оно не подписано. Там каждый раз, вот я готов прийти к вам и взять и подписать. Кто хочет присоединиться, пожалуйста, пусть присоединится. Ну, у нас не получилось как-то склеить. Но я вот могу показать, первый шаг сделать и подписать. Хотите, я здесь его оставлю, там обсудим, как правильно. Кто присоединится, к этому присоединится. Мои дорогие друзья, во-первых, спасибо за откровенный разговор. Я вам всем признателен. Немножко, может быть, я был эмоционален. Это никого не должно оскорблять, я это не имел в виду. Я просто хотел некоторые вещи оттенить. Потом я хочу, чтобы вы знали, у меня тоже обычное сердце, я иногда переживаю, нервничаю, особенно тогда, когда, мне кажется, некая несправедливость, да? Уроки мы извлечем, вернее, так будет правильно. С оппозицией работать будем, информировать вас тоже будем. И обязательно, тут еще раз я присягал, в присяге написано, обеспечить сохранность народа, обеспечить его развитие. Сохранность нашего народа обеспечить можно только обеспечив мир, твердый мир. Да, Гарантом твердого мира являются наши вооруженные силы и Российская Федерация на нашей территории. Это вы знаете, я еще раз об этом говорю. Все вокруг этого. Вы знаете, что такое война лучше, чем кто-либо. И поэтому вот когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, надо мной вот эта история всегда давлеет. Я исхожу из того, что вы знаете, я 59 лет прожил, у меня разное было в жизни, много таких интересных страниц и всякое. Я, собственно, готов уже, я прожил нормально, но хотел, чтобы дети прожили, чтобы не случилось взять ружье и встать, потому что противник сделал выводы, он стал крепче. Нам нужен этот союз с Россией, твердый и прочный, гарантированный. Он нам нужен для сохранения нашего этноса, так же, как он нужен и России. Вот мои главные посылы. А экономику, вот, пожалуйста, министр экономики. Вот нет диалога с бизнесом, это наша вина, он должен быть. Почему нет площадки, постоянно действующей? Пусть приходят, рассказывайте. Потому что то, что они говорят, это очень важно, когда не от нас исходит, а от бизнесменов. И люди в это начинают больше верить. И люди будут знать, о чем идет речь. Почему у нас такие подходы. А что сказали вы, Михаил Петрович, инвестор? Ну, мы, к сожалению, сегодня не такие крепкие, чтобы ему условия диктовать. Мы, наоборот, бегаем за ним, чтобы он пришел. В Восточной Абхазии разница потенциалов. Вы же это видите. Но у нас неплохие новости. С 1983 года в Восточной Абхазии в Очимчире стоит 17-этажная гостиница, которая недостроенная. Правильно? Такая же была в Гудауте. Вот вчера люди вышли на его ремонт. Абхазский инвестор, но привлекает российские деньги. Ну, называется, что он абхазский инвестор. Это тоже 750 мест. 750 мест – это примерно 5 месяцев, если он будет грузить, 13 тысяч человек где-то может отдохнуть. А 13 тысяч человек – это примерно 100 рейсов самолетов привезти, увезти. Значит, какая-то точка безубыточности. Мы ближе стали в аэропорту. Те, кто вкладывает деньги, тоже считают. Потому что там 1014 в этом году будет, уже там 28 тысяч. 2-3 таких объекта, 50-60 тысяч туристов в Восточной Абхазии. И вот вам, пожалуйста, 500 рейсов, которые могут быть заполнены. И инвестор быстрее пойдет, он это считает, смотрит. Пассажиропоток и окупаемость, он же рискует деньгами. Полосу ремонт, айцара здание ремонт сом эбейго. И лахар ишпало, бизнес амлар ишпало, стабильность амлар и пара перезивая. Вот и все. Вот тот самый потенциал, который не раскрыт. Поэтому подводим итог, да? Благодарю вас. И мы в Джансух, значит, давайте определяться нам, выходить на коллег, наших товарищей из общественных партий. Здесь, значит, здесь повестку дня формируем, 2-3 вопроса. И давайте там в долгий ящик не откладывая, в рамках текущего месяца одну встречу давайте сделаем здесь. Спасибо.